Построенная за счет программы льготного кредитования крупного и среднего предпринимательства в Абхазии фабрика по переработке фруктов «Абхазские сады» была открыта в Араду в 2016 году. За 2 года усиленной работы компания смогла добиться внушительных результатов, достойно представляя натуральную продукцию не только на отечественном рынке, но и на российском. Мы готовим машины, отгружаем товар в Российскую Федерацию, в Москву вывозим товар. Уже на территорию Российской Федерации отправлено около 250-260 тысяч банок продукции, это получается 6-7 машин. Это в течение года, да? Да, в течение года. А на следующий год мы планируем увеличить наше производство до 500 и до миллиона. Потому что хотим снабдить нашим товаром, как говорится, от Калининграда до Красной Поляны. На сегодняшний день самое большое джемовое производство в Абхазии именно в селе Араду. В цехе, где стоит оборудование для изготовления джемов, 5 агрегатов. Первое, с чего надо начинать, как отмечает технолог фабрики, мытье сырья. Вода поступает в емкость с сырьем, затем идет сортировка. По конвейеру ягоды доставляются на инспекционный стол, где вручную отбираются негодные для производства джемового пюре. Кстати, все 5 агрегатов в производственном цехе моются тщательно по окончании рабочего дня с добавлением определенных ингредиентов, чтобы уничтожить бактерии. А после инспекционного стола сырье попадает по элеватору в дробилку, а протирочная машина счищает грубые части кожуры, затем готовое пюре отправляет на варку. Главные инструменты технолога – рефрактометры, приборы для измерения кислотности и уровня сахара джемового пюре. В лаборатории делают анализы проверяют на наличие сахара в самом фрукте. Высчитывается, какое количество сахара нужно уже добавить в массу, и масса закачивается в так называемые сосуды МЗС. Это по-другому называется вакуумно-варочный котел. И там происходит уже варка джема с добавлением туда сахара. Полностью варится джем, закачивается в верхний накопитель, и уже начинается разливочный процесс. Мандарины, апельсины, лимоны, фихуа и киви, сорванные с ветки, попадают прямиком в баночку, говорит главный технолог предприятия Игорь Вардая. Весь ассортимент готовой продукции хранится на предприятии в складском помещении. Упакованные в отдельные лотки вкусные баночки ждут своей отгрузки. На каждом из них стоит штрих-код. Стоит отметить, что компания «Абхазские сады» – это не только качественная продукция, но и рабочие места, которые в Очимчирском районе, к сожалению, в дефиците. На линии работает 13 человек, а на этикетировке 12 человек. Банки этикируются, ставится дата. После этого мы берем и надеваем крышки сверху. Этикетки завязываем. После этого мы пропускаем через этот аппарат и полностью этикетируем. 2 года работал каждый круглосуточно, выходные, суббота, воскресенье. Очень хорошая работа. Без работы не остаются все. Работают в этой деревне все. Таким образом, в этом с виду небольшом предприятии готовится 3 тонны джема в день. А это без малого 10-12 тысяч банок вкуснейшего лакомства, которым останется доволен даже самый взыскательный гурман.